Всех приветствую, всех постящихся. Поздравляю с началом поста, священный месяц Рамазан. Пусть Всевышний Аллах примет ваш пост и ваши намерения, пусть Он оценит и зачтет их вам. День, когда мы все дадим отчет Ему в наших деяниях. Я поздравляю, я не буду говорить о том, о чем говорить я не должен. Хотелось бы мне сказать о том, каким прекрасным является Татарстан. Каждый раз, приезжая сюда, я вижу вашу чудесную республику. Каждый раз я вижу, как что-то строится, что-то меняется, как изменяется к лучшему многие вещи. И я очень рад за Татарстан и всегда готов поддерживать республику, в которой и мусульмане, и христиане. Вот очень хорошо я знал и любил владыку Феофана. Нам его очень не хватает, к сожалению. Ушел он от нас. И владыка Кирилл сейчас тоже помогает всем находить общий язык, строить единый дом. Татарстан является образцом для всей страны. Единый дом двух ключевых государствообразующих народов, татарского народа, русского народа, других народов республики. Какая-то как модель той России, которую мы хотели бы видеть в будущем. России, в которой каждый человек, доброго сердца, добрых намерений найдет себе место и найдет себе, где применить свое усилие. Но в этот священный, в первый день священного месяца Рамазан я хотел бы, дорогие друзья, напомнить о том, что происходит на фоне начала поста. А через неделю еще будет христианский Великий пост начнется. А происходит ужасающая трагедия в Газе, ужасающая трагедия в Палестине. Так получилось, что я не понаслышке знаю о Палестине, о палестинском народе. Я много бывал в Газе, работал в Газе, в Палестине бывал и очень хорошо знаю палестинцев. Это удивительный народ, который во многом похож на то, как живут люди в Татарстане. Мусульмане и христиане в палестинском народе не знают вражды и не знают ненависти друг к другу и воспринимают себя как один народ. И сегодня, когда палестинцы находятся в таком ужасающем положении, я сегодня посетил там семьи тех, кто там детишки выехали, родители отцов у них убили, мама, татарка, выехала, поговорил просто с ними. Я хочу напомнить всем, что даже сейчас, когда мы испытываем хорошее настроение, надо не забывать, точнее даже так, мы должны помнить о той нужде, которую испытывают наши братья и сестры там. Потому что беда, которая там, не имеет себе равных. Не имеет себе равных. Телевидение не передает в полной мере того, что там происходит. Поэтому я призываю каждого, и мусульманина, и христианина, каждого верующего еврея, монотеиста, оказать поддержку страждущим там, по мере возможностей. Напоминаю просто себе в первую очередь, и нам всем здесь присутствующим. Простите, что я об этом напомнил, но мне кажется, что это мой долг. Спасибо вам большое.